взаимоотношения между Кабардино-Балкарией и Республикой Абхазия. Это отношения, которые выстраивались веками. Это братские отношения. Мы дорожим этими отношениями. Я бы хотел в начале нашей встречи, конечно же, в первую очередь отметить тех людей, которые пришли к нам на помощь в период Отечественной войны народа Абхазии, добровольцев, которые воодушевили наш народ и дали возможность понимания того, что мы не один на один с нашим врагом, а рядом с нами наши братья. Хотел бы отметить, что наши братья из Кабардино-Балкарии представляли одно из самых многочисленных движений. Мы благодарим наших братьев-воинов, благодарим народ Кабардино-Балкарии. Я знаю, что и ваш отец принимал активное участие в нашем движении, национально-освободительном движении. Конечно же, в рамках взаимодействия мы уже формируем новый этап взаимоотношений. Это выстраивание экономических отношений. Очень надеюсь, что у нас будет возможность развивать эти отношения. Для нас важным направлением является транспортная доступность. Хотим, чтобы наши братья из Кабарды приезжали сюда к нам почаще, чтобы это не было связано исключительно с сезонностью, а круглый год двери нашей страны, души наших граждан, сердца наших граждан открыты для братьев. Владимир Владимирович, в первую очередь хотел бы поблагодарить вас за приглашение, за сегодняшнюю возможность участия в этом важнейшем для Абхазии мероприятии. Мы искренне рады за братский народ Абхазии, который сегодня развивается семимильными шагами. Наверное, все сразу внешне не видно, но те показатели, те результаты за небольшой год, которые видим мы сегодня в Абхазии, это позволяет говорить уже о крепкой укрепляющейся экономике и рост туристического потока. А самое главное, то, что сегодня вы говорите о бюджетной сфере, о административной реформе, изменениях. Это все позволяет говорить о серьезном развитии. И тот шаг, который сегодня уже сделан за 1 год, те цифры, поддержка сельского хозяйства, поддержка незащищенных слоев населения, развитие системы здравоохранения, развитие системы образования, это все говорит о твердой поступе вашей республики под вашим руководством. Я искренне вам желаю успехов, продвижения. Мы, соответственно, подготовили уже одобренное правительством Российской Федерации соглашение о экономическом сотрудничестве. Мы будем вносить свою лепту в части. Конечно же, мы до конца доработаем вопрос прямого рейса Нальчик-Сухум. Мы в работе, мы прямое субсидирование готовы. Проработали уже с той авиакомпанией, которая работает у вас, двигаемся. Мы сегодня говорим в области сельского хозяйства. Это работать, и наш бизнес готов в части логистики, сельхозпродукции, хранения, переработки, экспортирования ее в российское государство, соответственно, в Кабардино-Балкарскую республику. Многие вопросы, еще раз говорю, для нас важны. Это, конечно же, в системе образования, здравоохранения. Мы подготовили сейчас мероприятие, это Российско-Абхазский молодежный форум, куда мы будем приглашать буквально через месяц, будем просить представителей Республики Абхазия, это молодые ученые, молодые учителя приедут к нам, соответственно, наши ребята посетят вашу республику, потом уже мы готовы эти направления развивать. Но еще раз говорю, мы будем делать и максимально наполнять экономическую повестку, чтобы наши республики, наши взаимоотношения укреплялись.